Здравствуйте, это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Добрый вечер. Сегодня у нас замечательная, интересная и актуальная тема – ковид и грипп. Почему актуальная? Потому что мы вступаем, в общем-то, выходим на тонкий лед, входим в сезон респираторных заболеваний. И, конечно, опасаемся, что у нас будет, возможно, сразу две эпидемии. И хорошо, если мы сможем их друг от друга отличить. В общем-то, обо всем об этом говорим сегодня на нашей экспертной площадке с нашими экспертами, которых я с удовольствием представляю. Халид Сабанович Хаиртынов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Хайырлы кич. Хайырлы кич. Рада видеть Альберта Анатольевича Резванова, директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Здравствуйте. Добрый вечер. Равиль Шамилович Валиев, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиатрии, пульмонологии Казанской государственной медицинской академии. Хайырлы кич. Хайырлы кич. Светлана Александровна Синек, которую долго-долго ждали и дождались. Сегодня вместе с нами заместитель главного врача по лечебной части Детской республиканской клинической больницы. Добрый вечер. Добрый вечер. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10, код Казани 843. Можно дозвониться до студии, задать свой вопрос нашим экспертам. Также прямо сейчас в прямом эфире нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Но для начала давайте вот просто поймем, в чем отличие ковид и ковид – это ОРВИ или все-таки нет на сегодня из той картины, которую мы видим? Кто-то иногда говорит, что ковид теперь это болезнь сосудов. Но все-таки это ОРВИ или нет? Халид Сабанович, начнем конечно, главного инфекциониста. Конечно, ковид – это респираторная вирусная инфекция, так же как грипп, так же как аденовирусная инфекция и многие другие вирусы, которые поражают орган дыхания. Конечно, при ковиде возможно поражение других органов систем, поражение сосудов, поражение других органов. Дело в том, что клетки мишени, которые несут рецепторы ангиотензин превращающего фермента второго типа, они располагаются не только в органах дыхания, но и в пищеварительном тракте, поэтому возможны клинические проявления в виде диареи, на кожных покровах, поэтому возможно появление сыпи, на сосудах, поэтому тромбозы возникают, в поджелудочной железе, поэтому реагирует данный орган в виде повышения уровня сахара. Поэтому говорят о так называемых внелегочных поражениях ковида. Но все-таки ковид – это, конечно, бронхолегочная инфекция, так же, как и грипп. Альберт Анатольевич, есть что добавить? Нет, абсолютно правильно. Светлана Александровна? Ну, единственное, может быть, добавить о том, что ковид все-таки, в отличие от обычных острореспираторных вирусных инфекций, не имеет такой сезонности, которую мы наблюдаем в течение 2 лет. Если у нас для гриппа, для обычных ОРВИ, это, как правило, весенние, осенние периоды, то как с ковидом мы столкнулись с тем, что он не имеет сезонности. Да. Все-таки ждали, что летом остановится, но этого не случилось. То есть вот в отличие от обычных респираторных вирусных инфекций, да, наверное, Халид Сабанович, как инфекционист немножко согласится. Да. Если мы, например, будем сравнивать с испанкой, да, то, что было 100 лет назад, там примерно такая же ситуация была. То есть заболевание началось в холодное время года, в зимний период времени, но в дальнейшем регистрировали случаи заболевания и в более теплое время года. Ну, сейчас, наверное, такой главный вопрос, как человеку отличить симптомы. То есть, тем более, что если раньше одним из таких ключевых симптомов была потеря обоняния, да, то сейчас, наверное, в каждом 10-м случае у человека, заболевшего ковидом, присутствует этот симптом как главный. Да как разобраться, что у тебя, ковид или грипп? Ну, отличить, наверное, мне нужно отвечать на этот вопрос, как инфекционисту, отличить грипп от ковида по тем симптомам, которые развиваются при этих инфекциях, достаточно сложно. И при ковиде, и при гриппе будет синдром интоксикации, лихорадка, головная боль, возможно, боли в глазных яблоках, будут катаральные проявления. Но единственное, чего нет при гриппе, это анасмия, то есть потеря обоняния, потеря вкуса. Вот. И также еще хотел бы сказать, что все-таки вот при гриппе там более короткий инкубационный период, там буквально это может быть несколько часов, несколько дней. При ковиде в среднем инкубационный период он составляет примерно где-то 5-7 дней, около 1 недели. Объединяет грипп и ковид то, что поражаются не только органы дыхания, поражаются и сосуды, поэтому сосудистое поражение возможно как при ковиде, так и при гриппе. Давно уже были проведены исследования, которые показали, что примерно через месяц, через 1,5 месяца после эпидемии гриппа наблюдается всплеск различных сердечно-сосудистых катастроф, заболеваний. Поэтому многие вот эти сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, они часто бывают
обусловлены перенесенной гриппозной инфекцией. То есть грипп может явиться своего рода таким триггером развития вот этих опасных жизненно угрожающих состояний. Светлана Александровна, это может быть у детей ковид и грипп, они как-то достаточно более ярче отличаются? Ну, у детей, в отличие, конечно, от взрослых, особенно маленькие детишки, они не всегда могут нам сказать о том, что у них произошло изменение, допустим, вкуса или ушли запахи. Если специально ребенка, особенно маленьких детей, не спрашивать об этом, они как бы об этом и не скажут. А так, в принципе, ну, то, что мы наблюдаем в этом году, дети болеют, ну, в определенной степени, можно сказать, чаще. Да, тут бывает высокая температура в течение нескольких дней. Но при гриппе и ковиде все равно там есть определенные... Грипп в дебюте, он протекает более тяжело, с выраженной более гипертермией. Но есть определенные клинические симптомы, которые более характерны для гриппа. Вот какие 3 симптома вот именно ковидных для детей, вот, чтобы родители четко понимали, бежать вот в больницу прямо сейчас? Или бежать всегда? В первую очередь, наверное, наличие очага и контактов. Потому что в других ситуациях сложно. Иногда ребенок, особенно маленькие дети, они легко переносят эту инфекцию. И если родители не обратились за медицинской помощью, либо не делали ПЦР-диагностику, то в некоторых ситуациях, в принципе, мы даже не можем и не знать, что ребенок болел. Болел ковидом. Добавлю, извините, добавлю, если при ковиде дети не входят в группу риска развития тяжелых форм заболевания, то при гриппе входят именно вот дети раннего возраста, у них заболевание может протекать достаточно тяжело, поэтому дети раннего возраста, так же как пожилые, это группа повышенного риска по развитию тяжелых форм заболевания и осложнений. Александр, судя по вашей профессии, вы-то уже видите окончательно, что здесь грипп, а здесь ковид уже по всем рентгеновским снимкам, я так понимаю? Да, ну здесь надо сказать, что, к сожалению, в каждом конкретном случае сказать, что вот это ковид, а вот это грипп, нельзя. То есть, если мы говорим о популяции в целом, то можно сказать, что вот там у пожилых чаще может быть ковид, у молодых может быть там грипп, то ведь нам приходится, и пациент говорит конкретно, у меня есть грипп или нет, у меня есть ковид или нет. И врач тоже, в общем-то, перед врачом встает эта задача. Отличить вирусную инфекцию, обычную, скажем, сезонную, ведь кроме гриппа есть еще и другие инфекции вирусные, так? Есть и парагрипп, есть и другие, аденовирусная инфекция, которая тоже себя может также проявлять. Поэтому в сезон, весенне-осенний сезон, или осенне-зимний сезон, когда начинают проявлять себя остро-респираторные вирусные инфекции в целом, в том числе и грипп, отличить ковид, конечно, будет гораздо сложнее. Просто нужно сейчас быть внимательнее ко всем заболеваниям, инфекциям, которые присутствуют, и подозреваем, наверное, условно, это возможно, в том числе и ковид. Я так понимаю? Да, бдительность, наверное, скорее такая. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, вас беспокоит Ирина. У меня вопрос по ревакцинации. Первую прививку я сделала 20 декабря 2020 года. Вторую прививку я сделала 13 января 2021 года. У меня вопрос по ревакцинации и прививка от гриппа. Сначала сделать ревакцинацию и каким препаратом? Или лучше сначала сделать прививку от гриппа и подождать какой-то промежуток времени? Хорошо, спасибо, Ирина. Мне кажется, очень актуальный вопрос на данный момент, потому что у нас продолжаются две кампании по вакцинации. Халис Абанович, наверное, вам слово. Если говорить о проведении ревакцинации от ковида и вакцинации от гриппа, я все-таки рекомендовал бы вначале сделать ревакцинацию от коронавирусной инфекции и через месяц провести вакцинацию от гриппа. Почему? Ну, поскольку пока эпидемии гриппа нет, ситуация по гриппу сейчас спокойная, обычно рост заболеваемости гриппом отмечается либо в конце осени, либо даже в начале зимы, а по ковиду эпидситуация пока остается напряженной, поэтому она представляет актуальность именно сегодня и будет представлять актуальность в ближайшее время. Поэтому, конечно, нужно вначале провести ревакцинацию от ковида, а уже, как я уже сказал, через месяц провести вакцинацию от гриппа. То есть после второго компонента от ковида, да, прививки, ожидаем ровно месяц? Полгода прошло. Нет, ровно месяц до гриппа. Да, то есть ревакцинацию сделать от ковида и через Второй месяц... компонент сегодня сделали, ровно через месяц можно уже на грипп. Но там уже есть еще
например, спутник Лайт облегченный там проводится однократно. Если проводить ревакцинацию, можно и этой вакциной сделать. Хорошо, Ревакцинацию. спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня говорим о ковиде и гриппе, о том, как идет вакцинация, кому нужно вакцинироваться, почему и в какой промежуток времени, как вообще отличить друг от друга эти заболевания, если вдруг вы почувствовали какие-то симптомы. Мы сейчас вот отвечали на вопрос телезрительницы, и все-таки вот она еще дополнительно задавала вопрос при ревакцинации. Значит, сейчас ей нужно сделать ревакцинацию от ковид и потом через месяц грипп. Ревакцинироваться все-таки какой из вакцин рекомендовали бы, то есть спустя январь, то есть сейчас сентябрь, да, на дворе, 9 месяцев прошло. Можно использовать любую вакцину. То есть и спутник Лайт, Да, и да. спутник Ви. И да, единственное только отличие в том, что если мы используем спутник Лайт, там вакцина вводится однократно, все остальные вводятся двукратно. Хорошо. А есть кому что-то добавить, когда все-таки лучше вакцинироваться еще раз? Грипп и ковид? Вот с точки зрения тогда на ученых. Нет, здесь не сколько наука, сколько действительно эпидемиология. Ковид Ситуация. здесь и сейчас уже есть, грипп еще только на подходе. И более того, да, сейчас иммунитет против гриппа популяционный, в принципе, ослаб, потому что прошлый год был достаточно благополучный. Но даже сейчас те эпидемиологические меры, которые направлены на борьбу с ковидом, они ведь будут работать и против других респираторных заболеваний. Поэтому лично мое мнение, что да, сначала ковид, но потом сразу же грипп. То есть уже не затягивать. В прошлом году был все-таки грипп или не было? Мы можем сегодня говорить, хотя в случае гриппа были зарегистрированы? Практически не было. Доминировал ковид. Единичный небольшой процент заболеваний был обусловлен другими респираторными вирусами. Но, еще раз повторюсь, подчеркну, что абсолютное доминирование было именно коронавирусной инфекцией. Ну, вот просто мы в прошлом году, я вспоминаю, как мы боялись этой некой микст инфекции, да, опыт прошлого года действительно есть, много было опасений, но, в общем-то, не сбылись. Но вообще вот обе эти инфекции могут существовать в организме или все-таки одна вытесняет другую и пожирает? То есть вот о чем мы сегодня можем Ну, говорить? с точки зрения диагностики, давайте будем говорить так, что в прошлом году у нас действительно было мало гриппа, потому что
в прошлом году примерно 60% населения было привито от гриппа. И поэтому это в определенной степени как бы спасло, потому что вот та вакцинация от гриппа, которая была, она не дала вот соединиться как бы этим двум инфекциям. И, конечно, вот когда вот мы говорили в отношении ревакцинации или вакцинации, то надо исходить из того, вот, ну, я постоянно вижу последствия вот этих ковидных пневмоний, так, поэтому с точки зрения опасности, с точки зрения тех последствий, которые могут быть, конечно, однозначно сегодня надо сначала вакцинироваться от ковида, а потом уже спустя месяц, когда выработался иммунитет, прививаться от гриппа. Поэтому тут с точки, ну, мы говорим так, что наиболее страшнее. На сегодняшний день ковид гораздо страшнее, и поэтому в первую очередь, естественно, должна быть вакцинация от коронавирусной инфекции. Альберт Анатольевич, ну могут они существовать вместе-то, парой? Это союзом? очень редкое исключение. Дело в том, что когда... Ну, это значит, что человек одномоментно заразился. Если человек заразился какой-то одной инфекцией, то потом заразиться второй достаточно сложно. Дело в том, что организм, как только он заражается, начинает бороться с вирусом, включаются системы борьбы, интерфероновая система. И на этом фоне, то есть это по сути своей сигнализация в организме уже зазвенела. И второму вирусу пролезть за первым вирусом будет гораздо сложнее. Поэтому да, такие случаи бывают, но это больше исключение из правил. На ваш взгляд, Харис Албанович? Я полностью согласен. То есть, на самом деле, вот, возможно, два варианта. Мы видим, когда у пациента сочетаются несколько инфекций одновременно. Такое может быть. И исключить одновременное развитие, ну, не одновременно, а с некоторым как бы опережением может развиться одна инфекция, потом присоединится другая инфекция. Да? Но у человека возможно наличие двух одновременно инфекционных заболеваний. Мы говорим о миксд инфекции, да? Но все-таки я вот полностью соглашусь с Альбертом Анатольевичем. Есть механизм интерференции вируса. То есть, если один вирус проник внутрь клетки, он уже будет стараться не пускать внутрь этой клетки другой вирус. Поэтому в какой-то степени и этим объясняется то, что гриппа не было, поскольку было доминирование вот именно коронавирусной инфекции. То есть, вакцинация имеет значение, она сыграла свою роль, но также и то, что было доминирование коронавируса, SARS-CoV-2, тоже могло повлиять на отсутствие гриппа. Не только у нас в стране, практически по всему миру. Но если все-таки грипп будет коварен, то есть, в общем, инфекционки сейчас с ковидом, у нас достаточно, скажем так, сил, средств на то, чтобы лечить всех в этой ситуации? Смотрите, какая штука. Опыт борьбы с гриппом показывает, что эпидемия гриппа, она не длится длительное время. То есть максимум это 2 месяца. В течение 2 месяцев эпидемия затухает. Что касается ковида, то началось все это где-то в марте 2000 года и продолжается до сих пор с 3 волнами. Да? То есть была первая волна, вторая волна, сейчас вот продолжается 3-я волна. Что касается ресурсов, то в период эпидемии гриппа обычно мы справлялись с силами инфекционных больниц, инфекционных отделений. А при ковиде этих ресурсов было явно недостаточно, поэтому были открыты дополнительные, так называемые временные инфекционные госпиталя на базе различных многопрофильных больниц. Поэтому, конечно, с точки зрения масштабов распространения инфекции ковид, он потребовал мобилизации гораздо больших ресурсов и человеческих, и интеллектуальных, и медицинских, материально-технических. То есть, при гриппе быстро нарастает эпидемия, но она быстро затухает за счет того, что формируется коллективный иммунитет к данному конкретному штамму гриппа, который выработал... Чего у нас здесь нет с ковидом. Да. А вот в отношении ковида, к сожалению, мутации происходят достаточно быстро, и контагиозность коронавирусной инфекции гораздо выше, чем гриппа. Так? Поэтому, к сожалению, вот создать такой коллективный иммунитет оказалось пока невозможно. Пока невозможно. Вопрос из соцсетей. Защитит ли вакцина ковид, если мы ее сделаем от гриппа, и можно не прививаться? Или вакцина от гриппа может ли защитить от ковид? То есть какая-то степень, говорит, иммунной защиты включается? Все-таки это разные вирусы, разные группы вирусов, поэтому, когда проводится вакцинация от гриппа, она защищает только от гриппа. Кстати говоря, должен сказать, что в этом году поступила 4-компонентная вакцина от гриппа. Раньше мы использовали 3-компонентную, которая содержала в своем составе один компонент от гриппа А,
значит, вернее, 2 компонента от гриппа А и 1 компонент от гриппа Б. Вот. В этом году поступила вакцина, которая содержит 4 компонента, 2 от гриппа А и 2 компонента от гриппа Б. Поэтому, еще раз повторюсь, вакцина от гриппа защищает от гриппа, вакцина от ковид защищает от коронавирусной инфекции. Вот что интересно, столько споров по поводу вакцинации по ковид, и вакцины не проверены и так далее, и так далее. По гриппу тоже вакцины меняются каждый год, добавляются. Сегодня вот вы говорили о 4-валентной, да, вакцине. В этой ситуации почему по ковиду такие споры по вакцинации от коронавирусной инфекции, а вот по гриппозной вакцине, в общем-то, таких ярых антипрививочников нет? Как вы думаете, с чем это связано, Альберт Анатольевич? Ну, дело в том, что вакцины от гриппа считаются уже стандартными, классическими. То есть там есть многолетний опыт наблюдения за ними, они очень безопасны. По эффективности, конечно, они варьируют, это зависит от того, насколько врачи и ученые угадают, какой штамм будет циркулировать. И вот совсем недавно было международное исследование, показывает, что в принципе варьирует от 20 до 60% обычная эффективность вакцины от гриппа. Но коронавирусные вакцины, большинство из них сделано по новым технологиям, которые ранее в медицине не использовались, ну, по крайней мере, широко. Это вот за рубежом очень популярные матричные РНК-вакцины. У нас наиболее эффективная вакцина это на основе аденовирусного вектора. Поэтому есть еще определенные опасения по поводу того, что используется новая технологическая платформа. Но я думаю, что пройдет совсем немного времени, и они станут такими же классическими, такими же привычными, как и вакцина от гриппа. Вот у нас сейчас, чтобы уберечь тех же самых детей и беременных до 22 недели, да, тоже у нас сейчас вакцинация от гриппа. Для них, наверное, сейчас в приоритете хотя бы уберечь от этого заболевания. Я правильно понимаю? Насколько вот сейчас эта группа риска? Ну вот о той вакцине, о которой говорил Халид Саубанович, как раз это вакцина, которая используется у детей 6-летнего возраста. И, в принципе, если мы будем вакцинировать детей 6 лет, как это положено, и плюс взрослое население этой вакцины, мы, в принципе, добьемся достаточно больших, ну, скажем так, положительных результатов, потому что мы защитим детей старше 6 лет и тех, кто рядышком проживает. И в то же время в определенной степени мы защитим детей от года до 6 лет, потому что если привьются окружающие, то есть родители, близкие, люди, с которыми они общаются, тем самым мы, ну, скажем, защитим этих наших детишек. Потом достаточно, ну, с нашей точки зрения, большой, наверное, почему мы не встретились еще прошлый год с гриппом. На август-сентябрь прошлого года мы еще только знали наличие вакцин против коронавируса, она только тогда разрабатывалась, и многие считали, и, возможно, нас это все и спасло от гриппа, что, привившись от гриппа, мы заодно и защитимся от коронавируса. Поэтому был достаточно большой процент людей привитых. И поэтому в этом году, если люди также пойдут на вакцинацию, привьются от гриппа, защитят себя и от гриппа, потому что и гриппом очень тяжело болеет. Как Халид Саубанович подтвердил, что детишки именно раннего возраста и особенно беременные женщины. То есть это достаточно серьезная проблема. Поэтому нужно вакцинироваться от гриппа тоже. Не захотели в студию, но звонок прозвучал так. А вот если сделал уже прививку от гриппа, когда от ковида можно? То есть когда пошел первым делом делать вакцину от гриппа? Также Потом через период месяц. такой же? Да, Да, период также через такой Такой же месяц. То есть не раньше, главное месяц, или там плюс несколько После любой дней. вакцинации не раньше, чем через месяц. То есть это все... Это классические Это требования, классические, да. Еще один вопрос. Почему вакцины от гриппа можно менять каждый год под новые штаммы, а вакцины от ковида нет? Ну, это вот то, что я уже сказал. Против гриппа такие вакцины и такой способ применения уже был опробирован и принят общественностью медицинской как безопасный. Уверен, что через некоторое время против коронавируса будет такая же практика, потому что действительно вирус мутирует очень быстро, появляются новые штаммы, которые учатся обходить иммунитет, который выработался против предыдущих штаммов. У них и заразность, контагиозность выше, поэтому, безусловно, возникнет в ближайшее время потребность новых вакцин против Ну, коронавируса. вакцинах от ковид, которые будут. Здесь еще надо сказать, что да, вакцина от гриппа создается быстро, новая вакцина, но вот уже правильно говорили о том, что эффективность этой вакцины варьирует от 20 до 60%. Значит, и, конечно, когда речь идет о коронавирусе,
то, наверное, нужно действительно разрабатывать такие варианты, которые все-таки помогали бы защищать не в 20%. По крайней мере, эффективность этой вакцины должна быть не ниже 60-70%. Тогда имеет смысл менять, потому что надо же исходить еще из того, что это меняется частично и производство, а перестроить производство, когда нужно создавать миллионы доз, это, ну, в общем-то, достаточно сложно, особенно, вот, скажем, есть вакцина, которая, ну, цельновирионная вакцина, так, она требует создания особых условий, то есть это особые лаборатории, высокий класс защиты, да, и, значит, потому что это работает с живым вирусом, и поэтому вот такие вакцины создавать сложнее, дольше и в производстве. И вот преимущество новых вакцин как раз в том, что их можно, то есть производство можно организовать достаточно быстро, и уже во многих странах спутник Ви уже начал производиться. То есть вот с этой точки зрения, конечно, современные вакцины, они более перспективны для разработки. Смотрите, а у нас в целом, вот когда с вакцинацией по гриппу статистика какая? Какой процент населения, как правило, прививается? То есть это нормально, но это уже норма. Есть целевые показатели. То есть в прошлом году 60% был целевой показатель, мы его достигли. В этом году также 60% целевой показатель, но есть группа риска. И в группах риска целевой показатель он уже выше 75% составляет. Поэтому стараемся вот достичь вот этих цифр. Ну, фактически ежегодно примерно 60% мы этого показателя Это последние годы, потому что раньше этот показатель был ниже и не превышал 40%. То есть все-таки сознательность определенная вырабатывается, да, у граждан, и привычка вакцинироваться от гриппа каждый год. И, наверное, мы к этому придем и с ковидом, да, что, в общем-то, нас не будет смущать вакцинация каждые полгода. А потом у нас нет другого выхода, потому что каждая мутация, она будет приводить к тому, что вакцины будут работать все хуже и хуже. Просто мы сейчас впервые, наверное, в своей истории сталкиваемся с тем, что нам нужно проводить две масштабные кампании по вакцинации. Вакцинация от ковид, включая ревакцинацию, фактически начинаем с нуля, да, потому что многим уже вновь пора, и вакцинация от гриппа. Вот как считаете, провалим, не провалим, наверное, неправильное слово, но насколько сложно будет это проводить? Давайте вот со стороны Светланы Александровны для начала. Ну, я думаю, мы не провалим вакцинацию, потому что на сегодняшний день и родители, и, скажем, дети, скажем, те, которые сами могут за себя уже решать, вакцинироваться или не вакцинироваться, они выбирают вакцинироваться. То есть особенно сейчас, учитывая, что практически, ну, в каждой семье кто-то болел ковидом. Среди близких и знакомых кто-то потерял близкого человека. И, в принципе, это стимулирует людей к тому, чтобы проводить... Реальная, печальная история опасность. Реальная опасность того, что может быть летальный исход. Альберт Анатольевич, уже подытожив, как две вакцинации провести? Ну, сейчас работаем с тем, что есть. И вот действительно для людей не очень удобно, что сначала надо вакцинироваться от одной инфекции, потом от другой. Тем более, что от коронавируса, если первый раз вакцинируешься, 2 нужно инъекции делать. Конечно, выходом станет разработка вакцин, которые действуют сразу против нескольких вирусных инфекций, потому что просто иначе люди устанут ходить и прививаться. Но это дело будущего все-таки. Ну, это как АКДС, да, там, о которой мы говорим, которые существуют. Но тем не менее, уже Институт Гамалеи, который разработал спутник Ви, он уже проводит разработку, когда речь идет о создании вакцин сразу и от коронавируса, и от гриппа. Но с учетом того, что от коронавируса пока все-таки каждые полгода надо будет прививаться, ревакцинацию проводить. Ну, насколько будет востребована вот эта совместная вакцина, пока. Ведь от гриппа мы все-таки один раз прививаемся, это первое. И второе, от гриппа мы каждый год меняем состав, предполагая, какой будет, вот уже об этом говорили. В любом случае, главное, что все это разрабатывается, и, возможно, мы это получим, если это облегчит процесс вакцинации. Халис Албанович, коротко буквально. Ну, я скажу так, что, конечно, это будет непросто, когда нужно проводить вакцинацию от 2 таких важных заболеваний, но потребуются усилия объяснять населению, что это необходимо. Примеры печальные по ковиду, статистика, она говорит о том, что пока расслабляться еще рано, и, возможно, и 4-я волна, поэтому, конечно, необходимо добиться формирования вот этого коллективного иммунитета. К сожалению, большому должен сказать, что в странах Европы позже начали проводить вакцинацию, но они достигли
70% коллективного иммунитета, а у нас, к сожалению, пока эти цифры еще отстают. Хорошо, я благодарю всех экспертов за участие в программе. Завтра мы встречаемся с вами в 16:30. Будем говорить о ковиде, лечении и профилактике. Это была программа со 100% коллективным иммунитетом. Как всегда, всего доброго, было интересно.